Политолог, журналист Инал Плиев об осетинском ученом Мурате Санакоеве. Мурат Петрович Санакоев был именно выдающимся осетинским ученым. Это был человек разносторонне образованный. Он был профессором, доктором исторических наук именно советского периода, когда требования к всякого рода научным званиям были гораздо строже. Я уже не буду говорить о том, сколько книг он написал, сколько монографий, сколько научных открытий совершил. Он очень внимательно и углубленно исследовал вопросы русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Это тот исторический период, который, к сожалению, незаслуженно забыт в Осетии, несмотря на то, что именно осетинская молодежь приняла активное участие в этой войне. И не только молодежь. Если самому юному участнику русско-турецкой войны от Осетии было 17 лет, кстати, его праправнучка несколько лет назад была вице-мэром города Владикавказа. Трудно сказать, сколько было самому старшему участнику от Осетии, но история сохранила, что самому старшему участнику от Осетии, который совершил подвиги и был награжден Георгиевским крестом, было 75 лет. Это говорит о том, что весьма широкий возрастной спектр участников от Осетии принял участие в этой войне. Так близко к сердцу осетинский народ воспринял идею освобождения болгарского народа от турецкого ига. И не только прямое участие в войне, но и шел массовый сбор денег во всех промышленных предприятиях, зарождающихся, и на Садонском комбинате, и на ордонских предприятиях, и во Владикавказе, и везде шел сбор средств в помощь фронту. И все эти вопросы очень глубоко исследовал Мурат Петрович Санакоев. Чего стоит одно то, что в его книге содержатся послужные списки осетинских участников в русско-турецкой войне. Но, к сожалению, не все, что знает ученый, ложится на бумагу, потому что существуют определенные ограничения. Слишком большой объем типографии тоже сложно бывает выпустить. Кроме того, тогда были бедные времена. Но я более чем уверен, он знал по именам порядка 70% участников от Осетии. Он мог знать и по именам, и по биографиям, и так хорошо знал биографии некоторых ученых, что просто диву даешься. И к тому же он из трудов современников, из воспоминаний современников, из трудов других ученых так чисто представлял зрительно места наиболее значимых сражений. И мы потом посетили эти места, и настолько все совпало, что просто это удивительно, насколько человек был влюблен и высоко ценил науку, историю. Его безвременная трагическая гибель, 70 с чем-то лет, это для Осетии, это безвременная смерть, это просто осиротило осетинскую историческую науку того периода. А мы знаем, что у всех историков есть свои хронологические периоды, за которые они отвечают. И сейчас, конечно, мы будем надеяться, что подрастает молодая поросль историков, но историка русско-турецкой войны 1877-1878 годов такого масштаба лично я пока не